Более 1100 переселено и около 500 семей ждут своей очереди. В Малгобекском районе продолжается масштабное переселение жителей из оползневой зоны района. Для контроля за ходом распределения квартир создана специальная комиссия. О ее работе рассказал глава города Малгобек Шарпудин Мамилов. Количество семей граждан, подлежащих переселению, составило 436 семей, в том числе это 47 семей, отказывающихся от переселения. По итогам проведенной работы также выявлено 31 семья граждан, это ранее обслуженные 95 год, 2003 год, и проживающие в оползневой зоне, не включенные в сводный список жителей оползневой зоны. Имея, тем не менее, на руках все правоустанавливающие документы. Руководитель региона подчеркнул, что нужно учитывать опыт прошлых лет и проводить жеребьевку квартир еще до начала строительства самого объекта. Тогда люди действительно смогут уже следить за ходом строительства своего жилья. Глава муниципального образования Малгобекский муниципальный район Адам Тичоев сообщил, что за период с 2008 по 2013 годы из оползневой зоны сельского поселения Вознесенское Малгобекского муниципального района переселена 421 семья. Администрацией Малгобекского муниципального района обеспечен снос всех ранее обслуженных домовладений с привлечением специальной строительной техники. С того списка, который после первой очереди был, исключено 25 семей и 95 человек из состава семей. И вот оставшиеся 233 семьи необходимо переселить. Глава Ингушетии отметил, что по каждому адресу нужно провести конкретную работу, в том числе выявить причины, по которым люди не хотят переселяться. Необходимо людям объяснять опасность проживания в оползневой зоне. По каждому адресу конкретная работа должна быть. Кто, чего и как получил, если уже обслужено 1 раз, или 2 раза, 3 раза. Так, для того, сколько у вас отказников? У нас, Юнусбек Мухаммадович, было их примерно год назад чуть более 80, стало, потом мы эту работу с ними проводили, их снизилось до 31, сейчас 27. 27 Пока отказников. 27, да. Теперь отдельный план по работе с отказниками. Во-первых, по адресам, по всем направлениям, с прокурором пообщайтесь, что закон здесь говорит. Хотят они переселять, не хотят, это одно дело, это оползневая зона, программа есть государственная, она работает. И что закон говорит, да? Кроме того, вся эта территория будет передана Ассоциации пчеловодов, где уже осенью планируется посадить медоносные кустарники и деревья. Мы там создаем, там медоносные деревья сажаем, укрепляем эту почву, и эта территория переходит под Ассоциацию пчеловодов. Они там здесь собирают, и пасеки устанавливают, не стационарные, сезонные, на сезонном деле свои площадки определяют, пасеки и так далее, работают там в этом направлении. О жилищном обустройстве вынужденных переселенцев из Чеченской Республики в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы доложил заместитель председателя правительства Республики Магомед Гогиев. Так, всего по программе вынужденных переселенцев построено 1439 квартир. Всего с начала работы комиссии в результате проверки учетных дел исключено 184 семьи. По материалам комиссии возбуждено 10 уголовных дел. Всего, уважаемые коллеги, всего по программе вынужденных переселенцев построено 1439 квартир. Из них в Яндере 599, на Зране 840 квартир. В сельском поселении Яндере 597 квартир выдано вынужденным переселенцам из Чеченской Республики. Вот они все, как вы давали указания. Значит, флешка в электронном виде, база, все есть. Каждый человек посчитан, чтобы повторно не было. Значит, и 2 квартиры по вашему указанию ветерана, помните, тыла и ветерана войны, там женщины были. 2 квартиры. Вот 599 квартир вот здесь. Значит, город Назрань будет построено 840 квартир, из них выдано 516 квартир, 324 квартиры осталось. 840 квартир. 516 выдано квартир, 324 осталось. Глава Ингушетии резюмировал, что все нуждающиеся в жилье люди должны его получить. Он дал указание тщательно проверять списки вынужденных переселенцев, чтобы именно та категория граждан, которая не имеет своего жилья, могла его получить. Исуп Гелисханов, Новости 24.